Авторрод или авторлатан первый? Значит, тема моего доклада – это дублетность констатации химической терминологии. Вот. Ну, достаточно распространенным явлением, значит, химической констатации языка является дублетность или синонимия. В основном на начальном этапе, но и на современном этапе развития, значит, в химической терминологии констатации наблюдается известная стихийность. При этом, в общем-то, обычными явлениями являются и двойная, и тройная, и еще более сложные дублеты. Вот. Дублеты они возникают в результате разнообразных объективных, субъективных причин, но на одной из них, отличающей химию, да, стоит остановиться подробно. Значит, это сосуществование в химии различных номенклатурных систем. Вот. Это что радикально отличает химию от всех других наук. Чуть-чуть, может быть, где-то биология представлена. В биологии все термины построены на латинских названиях, ботаники, биологии. Вот. И там такого, вот, скажем, многообразия химии просто нет. Значит, наименование химическим элементам, веществам, соединениям долгие годы с незапамятных времен, в общем-то, давались по внешним признакам. Значит, номинация основывалась либо на природном источнике вещества, то есть где взять такой шахт, либо на способе его получения, либо, значит, на цвете, запахе, название места открытия, источники, значит, добытия вещества и потом уже в позднее время на имени его изобретателя. Ну, например, Германия совершенно прозрачный, да? Берлин могла берлинская разучка. Подобная номинация веществ, вот такая вот, значит, она очень, в общем-то, глубокий корни имеет, и называется она, в общем-то, тривиальной номенклатурой. К началу 19 века число веществ, особенно органических, значит, известных, но очень увеличилось, и именовать их тривиальным образом стало очень сложно. Много уже появлялось таких индивидуальных терминов. Вот. И поэтому как-то надо будет вопрос решать. И в результате появился новый способ номинации, называемый национальная номенклатура. Это вторая номенклатура. Она создала определенные удобства в развитии химии, но полностью все потребности удовлетворить, значит, не смогла. И поэтому в начале 20 века, точнее в 1925 году, в Женеве, значит, в 1892 в Женеве собирается Международный союз химиков и принимает номенклатуру ЕИПАК. После первого года в 1925 году номенклатура была модернизирована, и в 1957 году в Париже, значит, существенными дополнениями она, в общем-то, была принята и существует поныне и по настоящее время. Значит, но вот это вот принятая номенклатура ЕИПАК, ЕИПАК это International Union for Pure and Applied Chemistry, то есть Международный союз прикладной чистой химии. Да. Полностью устранить, в общем-то, ни рациональные, ни тривиальные термины, в общем-то, не удалось. Вот они продолжают сосуществовать, вот, и в том числе они вошли в констатарский язык, таким вот образом. Их три, значит, и одно и то же понятие, вот если просто химическими ограничиться веществами, могут иметь 2-3 названия. Значит, такая вот дублетность, она носит международный характер, и какому-то устранению, скажем, вот здесь, вот на уровне вот, Крыма, крымстатарского языка, это сделать просто невозможно. Этот вопрос, в общем-то, решаться может только в международном масштабе, и, в общем-то, это даже не наша задача. Да. Но кроме того, значит, еще одна причина дублетности – это параллельное употребление названий химических веществ и их символов. Например, нитрат шлиги, азотная кислота, да? Но химики отлично знают, они просто говорят HN3. Все понимают, химики понимают, да? Вот. Им понятно. Да, HN3. Или, пожалуйста, пюпюрт дёроксиды, вот, это SO2. То есть это диоксид сера, это SO2. Ну, говорят SO2, быстрее, проще. Вот. Ну, говорят. Вот. Значит, вот такой термин, или в скобочках номен, его символ, в общем-то, и в речи, и в устной, и письменной друг друга могут эффективно заменять. Существование вот такой специальной символики в химии способствует лаконичному изложению материала, с появлением многоразовых повторов одного же того же термина. Редким, в общем-то, но все-таки заслуживающим внимания констатации химической терминологии является существование определенных терминов именованных и их частичных или полных буквенных сокращений. Ну, в общем, скажем, в других языках это явление массовое, да? Вот. Ну, скажем, молекулярный орбиталь, это МО, ГЭС, гидроэлектростанция. Вот. Ну, можно множество причин привести, в татарском языке, это, в общем-то, химическая номенклатура. Это достаточная редкость. Ну, вот просто из таких вот часто употребляемых, вот так вот
вспомнить, это электроменфилик М. То есть электроотрицательность. Просто М, две большие буквы. Аббревиатура. Значит, наряду с полными формами терминов словосочетания употребляются и краткие формы, образованные за счет сокращения или пропуска одного из составляющих термина элементов. Биология, химия, биохимия. Таких много, в общем, достаточно. Значит, если для других терминологических систем и других отраслей знаний дублетность, в общем-то, является недостатком, то химическая терминология, она такого серьезного, большого ущерба не приносит. Однако и вовсе не следует из этого, что такая дублетность, такая синонимия, она полезна в химической терминологии. Все-таки химия наука точная. Значит, лишние такие термины, они нарушают непременные условия терминологии, это экономичность, принцип краткости, перегружают память, приходится усваивать большое количество понятий, терминов, выражающих эти понятия. Но химики как-то справляются, в общем-то, как-то справляются. То есть есть позитивная часть и негативная часть. Значит, вот что интересно, что вот такая дублетность является не только письменной речи, что, в общем, совершенно понятно, но находит отражение и в предпочтениях профессиональных филологов. Вот, значит, вот в апреле 2015 года, в этой же примерно аудитории, значит, вот, нами был организован опрос сотрудников НИИ Татарского языка и литературы, истории и культуры касательно выбора нескольких наиболее предпочтительных вариантов дублетных химических терминов и номеров. Полученные результаты весьма любопытны, вот сейчас я просто вас могу ознакомить. Это было, как бы, большинство не знало, кто как проголосовал, а я просто вам скажу, кто как проголосовал, статистически. Вот. Значит, до термина реакция имеется в виду, подразумевалась химическая реакция, не политическая там, реакция. Вот, да? Тоже. 54,5% респондентов высказались в пользу абсолютной карты русского языка. Это реакция, вот как есть, так есть. Да? 54,5%. Значит, 27,3% предпочли слово акскемель. Это термин, предложенный 31-м регулятив ЗАД. По 9,1% участников опроса сочли наиболее приемлемые варианты реакция, то есть адаптированная по фонетическому татарскому языку. Это термин Шумина 1933 года, очень активно до войны используется именно реакция, никаких Ц, никаких вставных Т. Вот. И тепки-тепкиме, вот это значит термин Танер Мурата, да, это добружеский диалект, значит, или субдиалект, трудно сказать, что это вот, констатарского языка. Вот, его словаре он активнейшим образом используется. И пользу варианта Дафалик, Мустафа Люманова, его известных словарях военного медицинства, не было вообще ни одного голоса. Вы это где опрашивали? Здесь помните, Михаил Александрович? Помните? Да. Помните, как вы голосовали? Помните, да? Ну, да. Я-то знаю, кто как проголосовал, но здесь статистика, да, интересно, в общем-то. Но 54,5 высказали, использовал просто стандартная реакция и все. Значит, для перевода лексемы химически было предложено 3 термина, используемых в современной литературе. Все 3 используются. Значит, термин химиевий отдано более 70% голосов, под вариант химиявий, кстати, интересно, вот, да? Значит, 20%, 10% почти термин химик, то есть ударение на втором слоге, то есть очень мало. Химиевий, в общем-то, заняла абсолютно первое место. А вот поправочный термин, вот, значит, химиявий, потому что трудно, мне трудно вот, сказать, все-таки он непродуктивный, вот, надо ли явий или евий, но евий как-то больше, в общем-то, оно используется. Ну и за это проголосовали. Ну, что касается номинов, значит, внимание участников опроса были предложены варианты наименования химических элементов. В частности, значит, было предложено выбрать наиболее приемлемый из 4 вариантов наименования водорода. За гидроген, то есть охлаждающий воду, заимствованный из воды, значит, проголосовало 63,6% опрошенных. За активно используется довоенное время, а сейчас практически вышедшее из употребления, ну, видите, живет 18,2%, все дорого. То есть абсолютно то же самое, как охлаждающий воду, охлаждающий. Вот, значит, за водород и суфшедже, суфшедже это термин Люманова, он такой формат придумал шедже, от шеджера, значит, по 9,1% респондентов. Голосование, значит, по кислороду, да, такие результаты, оксигенные, то есть наиболее часто использованы в учебниках, значит, 54,5, кислород 27,3, вот, экшидогуран тоже в довоенные годы использовалось, значит, и экшишедже, это Люманова, по 9,1% респондентов. Где
Вот в словарях появляется, значит, ну, только 40%. На самом месте цинк. Понятно, да? Прямая каркас, вот, значит, с русского. Вариант синк, адаптированный вариант, довоенный. Значит, чинко и тутия, значит, все они набрали по 10% голосов опрошенных. Значит, голосование по слову «ртуть». Два варианта было довоенный Джеве, современный Конесув. Завершилось в пользу последнего в соотношении 62 к 38. Вот. Для крымско-татарского эквивалента Алексея Макаром 80% предпочли Харом, и только 20% Бояш и Джи. Вот такие результаты дало голосование по Алексею Фосфа. 8 за Фосфа и 20 за Нош и Джи. То есть, ну, вот. Для крымско-татарского эквивалента Алексея Марганец были получены такие результаты. За Марганец, вот как есть, да, 50%, за Марганец адаптированный немножечко, значит 40%, и за манган тоже используется в литературе, незначительно, но используется 10%.